Сначала я ожидал, что после того, как надписи на храме памятники появились, что само собой будет возбуждено уголовное дело. Вот. Подождав месяц примерно, обратился в прокуратуру. Ну и потом дважды я еще обращался, поскольку были отписки. Ну, формальный отказ в возбуждении уголовного дела, что даже там ссылались на экспертизу, что нету там экстремизма в надписи, экстремистского нет содержания. Вот. Я не знаю, что это за эксперты были, которые не видят в надписях, скажем, по теме отношений русских и татар, и по претензиям, которые у татар, возможно, имеются, участие татар с момента взятия Казани, что именно на православном храме. Вот. И претензии даже семейного характера супруга к своей супруге, зачем-то Лена крестила наших детей, на православном храме. Понятно, что писал мусульман. Вот. И потом были проведены более тщательные экспертизы, и было возбуждено это уголовное дело. Сейчас этот человек с августа прошлого года, он скоро год уже сидит за решеткой. Это при том, что у него больные родители инвалиды, при том, что у него жена не работающая с двумя детьми, то есть семья, где он был кормить. С чем это связано? С тем, что силовики, естественно, хоть малейшие нашли зацепку, естественно, они хотят побольше шума, побольше отчитаться, побольше звездочек получать и так далее. Мне даже мне в душе даже вот этого человека, вот как-то с первого взгляда, как я зашел в суд, как свидетель, как он смотрел, как собака, которую палкой все время били, и что я пришел тоже с палкой бить его. Вот, мне его сразу стало жалко. Ну, ты человечек. И вот по сути я вот понимаю, что, скорее всего, здесь многое притягивается за уши. Я допускаю, что Мансур Мусин, Эмиль Камалов и, видимо, может быть, еще кто-то, они переписывались в социальной сети, возможно, даже одобрительно отзывались о появившихся надписях, и это послужило основанием для того, чтобы их обвинить, собственно, их найти. И для них, в данном случае, если они давали там одобрительные отзывы, это служит как своего рода отягчающим фактом и, наоборот, доказывающим их злостный умысел. То есть вот. Потому что всех материалов дела мы не знаем, но если их переписка есть, а скорее всего она как-то и ведется, то таким образом им, собственно говоря, это будут ставить вину. И им очень сложно будет доказать, если они действительно давали какие-то оправдательные действия.